Так тепло и искренне встречает своего младшего брата Махмуда Али Макшариповича Магомед Башир Калиматов. Сегодня руководитель Ингушетии, как и принято по традиции, поздравляет свою семью и родственников с окончанием священного месяца Рамадан и началом праздника Ид-аль-Фитр. Здороваясь с гостями и родственниками, Махмуд Али Калиматов первым делом спешит к своей матери Аминат Калиматовой, поздравить, тепло обнять и пожелать долгих лет жизни. Мама! Аминат Калиматова подняла 7 детей. Все они получили образование и стали достойными представителями своего народа. Иначе никак, ведь их всегда воспитывали в духе патриотизма честными людьми. Глава Ингушетии, как признается его брат Магомед Башир, всегда был любимчиком мамы. Мам, Hayır buç mi hayır? Sürüş buça kanı. Hay. Sürüş bu Ali buça kanı hayır. Özlü kayızan sol. Mada. Dats mam. Bashir var buça, видите? Суваться. Мам сидела. Закарбал. Аминат Калиматовой скоро исполнится 87 лет. У нее 30 внуков и 9 правнуков. Махмуд Али Калиматов признается, мама для него самый любимый человек на свете. Несмотря на загруженный график и государственные дела, он всегда находит время для встречи с родным человеком. У нас на Алгештулт отец ушел, старший брат, Алихан погиб. И самое страшное, что, может, это не стоит, говорит, но когда Алихан погиб, мама села, у нее просто, и больше она не встала. Через 7 лет она 8 лет лежит. Вот, потому что он был 3 брата, 3 сестры, и он 7-й был, самый младший. И после этого она вот 7 лет сидела, 8 лет лежит. Вот она. Ну, она в здравии, все нормально, мы приезжаем сюда. Центурами дождь, да, вот все, улетаю, прилетаю, прихожу к ней всегда, мама, жда вот все. Ну, во-первых, она говорила, дал рус для душуан, гу масл. Она прям показывала. Куан цани далилуш сволочь. Са. Дал хабиб бушуан гу. Вот это я с детства помню. Дяда золор. Ганг олорцу. Вяхал магертла. На газете диш вяхал квачу. Интулмак хамалил дела. Вот. Ну а так-то тогда-то родители как, не знаю, как сейчас. В 5-6 уезжал отец. Он длинные эти машины возил, трубы нефтяные вот эти. 7 детей. Нас в одну смену иногда 6 выходили утром в школу. Представляешь, вот? Вот. Я помню, что литров 10 какао всегда стояло у нас. Мы любили какао, мама всегда
И вот эти пирожки, хузергиш, такие, вот блок целый вот накрытый был, и подходишь черпаком, стакан наливаешь, схватил эти, и вот, и мы вот учились в школе. У нас все, значит, окончили. Ну, получилось так, что, ну, мы помогали сестрам, друг другу помогали. Его любят и уважают не только дома и в родной республике, но и в масштабах страны. Семья Калиматовых очень дружная, сплоченная и всегда готова прийти на выручку. Глава Ингушетии с теплотой в душе вспоминает свои юношеские годы. Огород всегда был самый-самый. 3 сорта виноград, черешни, айва. Вот чего у нас только не было. И попробуй не полить. Речка же рядом. Вот мы, значит, ведрами таскали, поливали это все. Но у нас всегда была еда, все. Поэтому, если вспомнить все эти, вот. Мы трое служили в Германии, старший брат тоже служил в Германии. Вахава Махмад. Алихан у нас в Монголии служил, тоже, получается, за границей. Все по-доброму друг к другу относились, относятся, потому что родители так. Мама, отец всегда один кушал. Мы отдельно, и мама с нами. Всегда она ему поставит, потом только нам. Знаешь. В этой жизни, если брать, много зависит от матери, много зависит от отца. Двор, где раньше жил отец Махмуда Али Калиматова, хранит все воспоминания. Глава Ингушетии вспоминает, как его папа обустроил тут пруд. Детство проходило именно здесь. Мост он сам лично сделал. Раньше в этой речке не было где сесть. Она чистая была, все купались. Вот. На сегодняшний день эта речка, она, видишь. И мы вот очистные сооружения, почему мы привели эту компанию сюда, и просьба, значит, везде очистные сооружения ставить. Потому что вдоль, особенно водоемов, которые живут у нас, речек, то все, сами должны понимать и это все сделать. Все детство, папа в свое время, у нас здесь улица Калиматовых, это не в честь Алихана, а у нас еще был троюродный брат, капитан милиции, и он погиб. И вот в честь него еще тогда назвали эту улицу Калиматовых. И вот здесь живут полностью Калиматовы. Вот полностью здесь отец, дальше старший брат, и вот в 1976 году мы переехали сюда, перед армией. Как раз мы вот здесь фундамент заливали, на той стороне, это вот, где отец дом строил. Пруд просто реставрировали, а в пруду всегда был карп. И вот всю жизнь я проводил отпуски на этом пруду. В целом это такой кусочек земли. Я по речке, я вот на быстринке, там мурзач ловится, кружинки, сорожка. Здесь сазан до 4 килограмм ловится, если, конечно, постараться. Ид Аль-Фитр, иначе говоря, Мархаш, для них особенный семейный праздник. В третий день по традиции все родственники собираются в одном доме. Этот праздник Махмуд Али Макшарипович любит с детства. Нам отец давал пыжи, патроны. Вот мы с братьями выходили, он заряжал холостые патроны во дворе и разрешал нам по одному выстрелу сделать. У нас очень дружная семья, у нас 3 сестры, 3 брата, 4 брата, ну сейчас старшего нет, младшего, 3 сестры живы-здоровы. Традиции у нас самые лучшие были и остались, потому что для нас теперь вот старший Башир, я и старший брат, и отец, поэтому как бы он за все отвечает. Вот. А мы, так сказать, прислушиваемся его, потому что у него не забалуешь. Успешную карьеру, отмечает Махмуд Али Калиматов, ему удалось построить благодаря военной службе. Он вместе с братом в 1977-1979 годах служил в составе группы советских войск в Германии. ДСАФ здесь каждые полгода выпускал водителей 500 человек. 500. И отсюда мы вот с военкомата уходили в армию. Сборный пункт потом был в Аргуне, оттуда брат, я, мы вместе попали в ГСВГ, определенная группа войск Германии, ВВС. И мы служили там. Поэтому, и вот вернулись. Я почему говорю, в армию надо, вот. Я в армию ушел, направление дали, университет, я в Куйбышев поехал.
Я считаю, кем-то я стал, то благодаря армии. В регионе в этом году по поручению главы Ингушетии прошла масштабная акция «Мехксах». Помощь от Махмуда Али Калиматова получили порядка 3500 семей. Это инвалиды, одинокие старики, родственники военнослужащих, участвующих в СВО, многодетные и малоимущие семьи. Я увидел, что у нас очень много обделенные жители. Чиновники жируют. Я бы сказал, неправедными делами они заработали. Я-то пахал, у меня 17 лет трудовая книжка. По сей день без всякого дня прерыва. Там вкладыши, вот такая у меня трудовая. С 1977 года, вот посчитайте, сколько я уже тружусь, 46 лет, наверное, уже. Я с болью смотрю, здесь люди мяса не видят. Как это можно в наше время? Поэтому вот эти все вещи, они мне не знаю. Я человек сердобольный, ну, как все, наверное. Мы же говорим правильные вещи, многие, а поступают все наоборот. Наплыв гостей в Мархаж начинается сразу после праздничной молитвы. Особенно Ид Аль-Фитр нравится детям. Увидев главу Ингушетии во дворе, дети удивились и сразу побежали поздравлять. Внучка ходить. Ходи, внучки. Да ты что? А я внучки. Махмуд Али Калиматов искренне поздравил всех земляков с праздником Ид Аль-Фитр и пожелал, чтобы эти Мархаж принесли в каждый дом благополучие, счастье и здоровье. Зелимхан Калуев, Хамзат Халухоев, Новости 24.